Это программа «Между тем» и я, журналист Дмитрий Аргунов. Здравствуйте. Первыми санкции начались с самого ожидаемого, с авиаперевозок, вернее, самолетов гражданской авиации. Российские власти предпринимают комплекс мер по поддержке авиаперевозок. Авиапредприятия республики, авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме. Основным приоритетом работы предприятий было и остается обеспечение пассажиров воздушным сообщением с соблюдением всех мер безопасности. Рейсы выполняются согласно расписанию. Реализация авиабилетов производится в обычном формате. В связи с напряженной международной обстановкой авиакомпаниями временно ограничены полеты в Ростов и Симферополь. По этой же причине повысилась длительность полетов в другие города на юге России. В настоящее время до 14 марта ограничена работа аэропортов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме. Тем, кто купил авиабилеты по данным направлениям, возврат производится в полном объеме. По правилам воздушных перевозок, в случае отмены или задержки рейса, изменения маршрута перевозки, либо выполнения рейса не по расписанию, пассажир имеет право на возврат уплаченных средств. Что касается санкций в отношении иностранных воздушных судов, авиакомпаниями «Якутия» и «Алроса», так же, как и другими российскими авиакомпаниями, получены уведомления со стороны лизингодателей. Согласно принятых решений и в соответствии с поступившим указанием Росавиации, авиакомпаниями «Якутия» и «Алроса» поданы заявки в центральный аппарат Росавиации на перерегистрацию всех эксплуатируемых воздушных судов иностранной регистрации в реестр Российской Федерации. В срочном порядке в правительстве России направлены предложения о государственной поддержке предприятий авиационной отрасли, которые включают в себя ряд мер по обеспечению бесперебойной деятельности, налоговые льготы, предоставление субсидий, восстановление воздушных судов и другое. Правительство республики не остается в стороне, ведь мы самый крупный субъект федерации, и авиация – очень значимое звено. Это между тем.